Приветствуем вас. Вот встретились вместе с братом, тоже известный публичный человек. Решили встретиться и обговорить некоторые моменты по поводу последних событий. Это касается мобилизации, как говорится, уже, как его правильно называть, могилизации. Вот. И, конечно же, мы решили вот встретиться и обговорить то, что происходит вокруг нашей сестры Амины Герихановой, которая задержана и находится в Румынии. Вот. И также обговорить пункты по съезду, который состоится 26 ноября в Страсбурге. Вот, Абдулмалик, мы с тобой встретились. Хотелось бы обратиться всем нашим соотечественникам, также всем украинским журналистам, политикам, всем людям, кто компетентен, кто мог бы помочь решить проблему нашей сестры Амины Герихановой. Так как она ни в чем не виновна, ее задерживают уже больше 6 месяцев. Ее обвиняют в том, что она не совершила и не причастна. И это произвол против невинной женщины. Мы хотели бы, чтобы кто-нибудь помог, обратился к румынским властям, чтобы отпустили нашу сестру. Мы также обращаемся к правозащитным организациям, к средствам массовой информации, к депутатам, к различным партиям, которые могут поднять этот вопрос и помочь нашей сестре, чтобы она была вызволена из тюрьмы, можно сказать, где она оказалась по ошибке. Вот, и мы просим вашей помощи. Вот, Абдулмалик. И мы, конечно, желаем всего хорошего нашему народу и хотели бы призвать, чтобы сделали максимальные усилия, чтобы не поехать в Украину, чтобы не участвовать на этой преступной войне. И если наши соотечественники как-то оказались в Украине, хотели бы их призвать, чтобы они перешли на сторону Украины для того, чтобы спасти свою жизнь. И так как их туда кидают как пушечное мясо, поэтому мы хотели бы вас призвать, чтобы вы сами спасли свою жизнь, так как власти России, Путин, это его задача, нас максимально, чтобы уничтожить. Поэтому просим вас сделать максимальные препятствия, чтобы вы не поехали на свободную страну, которую вот напала Россия, преступное государство. И мы желаем скорейшего закончить, чтобы это закончилось, вот этот ужас. И желаем победу украинскому народу и свободу чеченскому народу в оккупации. Как мы говорим всегда в последнее время, сегодняшние действия России это агония. И как говорили наши лидеры, чеченские лидеры, Путин сегодня добивает, уже разрушил эту страну, такую большую, великую на самом деле страну. Он ее разрушил, он ее добил. Посмотрите, как люди бегут из этой страны, из-за этой могилизации, объявленной Путиным. Вот. Люди уезжают оттуда десятками тысяч. Там примерно цифры даже приводили, не помню, 250 тысяч, кажется, было, уехало. Вчера, кажется, читал. И это благодаря Путину. Хотя эта страна могла бы жить в мире, созидать, жить в мире с соседями, как живут другие страны, потому что эти страны, эти народы умеют жить. Но никогда не получается это у России. Россия всегда
ввязывается или навязывает войну соседям, вторгается на их территории, как сегодня это происходит в Украине. И по поводу этой могилизации. Мы, чеченцы, мы против этой войны. Это не наша война. И те чеченцы, которые сегодня отправляются туда, отправляются против их воли. Этот диктаторский режим Путина насильно отправляет туда чеченцев. Со своей стороны мы пытаемся сделать все возможное, чтобы люди избежали этого, чтобы люди уезжали из республики любыми путями, чтобы избежать вот этого позора. И, конечно же, мы также предлагаем варианты, если они окажутся на территории Украины, то могут, если у них будет такая возможность, перейти на украинскую территорию и уже связаться с нами или же с местными людьми, которые могут помочь сохранить свою жизнь. Вот. И еще раз подчеркну, завершая вот сейчас эту запись, я уверен, что Россия скоро развалится, иншаллах, она это заслужила. И пока не поздно, если русский народ очнется, то у них есть шанс все восстановить справедливость. Вот. Показать этому варвару свое место, Путину. Вот. Так что все будет Украина, все будет Ичкерия. Иншаллах. Иншаллах.